Президент России выступил с очередным обращением к Федеральному собранию. По большей части глава государства посвятил его жизни страны после удара, который нанесла эпидемия COVID-19, восстановлению экономики и поддержке граждан. Так президент призвал всех россиян привиться одной из 3 отечественных вакцин. Потому что, цитата, «другого пути нет». Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Что касается важных социальных мер, президент поручил правительству страны подготовить уже к 1 июля целостную систему поддержки семей с детьми. Отдельно Владимир Путин призвал поддержать семьи, где женщина или мужчина воспитывает детей в одиночку. Для детей в таких семьях появится новая выплата. Поддержку окажут и беременным в сложной жизненной ситуации. Кроме того, семьям, где растут школьники и будущие первоклассники, однократно выплатят по 10 тысяч рублей в качестве поддержки. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал. И прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. Важная часть послания касалась поддержки экологии. Президент поручил ускорить принятие закона, по которому предприятия будут отвечать за экологический ущерб. Также правительству поручено представить меры по восстановлению малого и среднего бизнеса, а также развитие газификации. Президент также затронул развитие туризма, жилищного строительства, вооруженных сил, налогового законодательства и многие другие темы. Подробнее о послании президента страны и его значении для нашего региона с комментариями экспертов расскажем в наших вечерних выпусках.